Так, постановление. 17 апреля 2024 года, город Астана. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны в составе председательствующей судьи Кульбаевой с участием коллегии присяжных заседателей, секретаря судебного заседания Асеновой, с участием государственных обвинителей, старшего помощника прокурора города Астаны Аймагановой, прокурора управления прокуратуры города Астаны Нурбекова, потерпевшего Амангильда, представителей потерпевшего Умаровой, адвокатов Уразбахова и Вранчева, подсудимых Бишимбаева, Байжанова, защитников адвокатов Кусаиновой, Рамазановой, Газымжанова, Антыкпаева, Секерова, защитников Нурлубековой, Кульдеевой, переводчиков Жансбаевой, Нурлановой, судебного пристава Ибраева, рассмотрев в открытом судебном заседании с применением аудио-видеофиксации ходатайство защитника Рамазановой о приобщении заключения специалиста к материалам дела, ходатайство государственного обвинителя Аймаганова о признании заключения специалистов недопустимыми в качестве доказательств по уголовному делу в отношении Бишимбаева Куандыка Валихановича, обвиняемого в совершении уголовных правонарушений, предусмотрено пунктом 1 части 2 статьи 110, пунктом 5 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса, в отношении Байжанова Бахтжана Амирхановича, обвиняемого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 422, 434 Уголовного кодекса, установил: при рассмотрении уголовного дела защитник Рамазанова заявила ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела, адвокатский запрос номер 70 от 27 марта 2024 года, расписка Тлемисовой от 27 марта 2024 года, заключение специалиста за номером 17/2024 от 2 апреля 2024 года, документов, подтверждающих квалификацию специалиста, договор номер 17/2024 на оказание услуг, судебно-медицинских услуг от 24 марта 2024 года. Государственный обвинитель Аймаганова заявила ходатайство о признании недопустимым в качестве доказательств заключения специалиста Тлемисова от 2 апреля 2024 года за номером 17/2024, а также заключение специалистов города Москвы от 7 марта 2024 года Кюльдюшова-Туманова, мотивируя тем, что исследования по ним проведены с существенным нарушением порядка производства процессуального действия. Выслушав мнение участников процесса, суд приходит к следующему выводу. Согласно части 1.3 статьи 272 прим. 1 Уголовно-процессуального кодекса, производство судебной экспертизы в порядке, предусмотренном пунктом 3 части 3 статьи 122 настоящего кодекса, на основании запроса адвоката, являющегося защитником, производится в случае отсутствия необходимости в истребовании объектов исследования от органа, ведущего уголовный процесс. О направлении запроса адвоката, являющегося защитником, о производстве судебной экспертизы одновременно уведомляется лицо, ведущее уголовный процесс, которое проверяет наличие оснований к отводу эксперта, предусмотренных статьей 93 настоящего кодекса, а также при необходимости направляет эксперту дополнительные вопросы. Из ходатайства защитника следует, что 24 марта 2024 года в городе Актубе между адвокатом Алматинской городской коллегии адвокатов Рамазановой и ИП «Мэд-эксперт» в лице Тлемисова был заключен договор на оказание судебно-медицинских услуг. Согласно условиям указанного договора, Рамазанова представляет объекты исследований и иные материалы, необходимые для оказания услуг, а Тлемисов оказывает услуги по проведению судебно-медицинского исследования, составлением заключения специалиста. Стоимость проведения услуги устанавливается на договорной основе. Заказчик производит предварительную оплату в размере 100% от стоимости услуг. После заключения договора и производства 100% оплаты за услуги 27 марта 2024 года адвокат Рамазанова направляет Тлемисову адвокатский запрос о проведении исследования, тогда как договор должен был заключаться после выполнения требований части 4 статьи 272 прим. 1 Уголовно-процессуального кодекса. При этом адвокат Рамазанова при направлении адвокатского запроса о производстве исследования, грубо нарушая требования части 4 статьи 272 прим. 1 Уголовно-процессуального кодекса, не уведомила орган, ведущий уголовный процесс, суд о проведении исследования, вследствие чего суд не проверил наличие оснований к отводу эксперта. Кроме того, суд и участники процесса были лишены права постановки дополнительных вопросов. В соответствии с частью 3 статьи 122 Уголовно-процессуального кодекса защитник в судебном разбирательстве вправе с соблюдением установленного законодательными актами Республики Казахстан о порядке неразглашения сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну, получать сведения, необходимые для осуществления защиты, представления интересов потерпевшего путем привлечения на договорной основе специалиста. При привлечении специалиста на договорной основе
Защитник разъясняет его права и обязанности, предусмотренные статьей 80 настоящего кодекса, и уголовную ответственность по статьям 420 и 423 Уголовного кодекса Республики Казахстан с оформлением расписки. Указанная расписка в течение суток направляется лицу, осуществляющему досудебное расследование, для приобщения к материалам дела. При привлечении специалиста на договорной основе защитник Рамазанова нарушила требования части 3 статьи 122 Уголовно-процессуального кодекса. Расписка о разъяснении прав и обязанностей специалиста и о предупреждении его об уголовной ответственности, представленная в суд, отобрана адвокатом у специалиста Тлемисова 27 марта 2024 года в городе Алматы. Тогда как 27 марта 2024 года адвокат Рамазанова в городе Астане участвовал на судебном заседании по настоящему делу при отборе коллегии присяжных заседателей, а затем при проведении главного судебного разбирательства. То есть данная расписка никак не могла быть отобрана адвокатом Рамазанова у специалиста Тлемисова. Специалисту Тлемисову ненадлежащим образом разъяснены его права, предусмотренные статьей 80 Уголовного процессуального кодекса, и он не был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. При таких обстоятельствах суд считает необходимым отказать в удовлетворении ходатайства защитника Рамазановой о приобщении заключения специалиста и приложенных к нему документов к материалам уголовного дела, поскольку заключение специалиста, который не предупрежден соответствующим образом об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, вызывает сомнения у участников процесса по поводу достоверности изложенных в заключении выводов. Ходатайство государственного обвинителя о признании недопустимым в качестве доказательств заключения специалиста Тлемисова от 2 апреля 2024 года за номером 17/2024 подлежит оставлению без рассмотрения, так как в приобщении данного заключения к материалам уголовного дела отказано. Вместе с тем в суде было исследовано заключение специалистов без номера от 7 марта 2024 года, из которого следует, что адвокат Кусаинова 20 февраля 2024 года направила адвокатский запрос в город Москву для проведения исследования. Согласно материалов дела, отчет о завершении досудебного расследования составлен 16 февраля 2024 года. После чего дело направлено в прокуратуру города Астаны для составления обвинительного акта. 22 февраля 2024 года прокурором Астаны составлен обвинительный акт, который был вручен подсудимым 23 февраля 2024 года. Соответственно, при направлении адвокатского запроса в город Москву дело находилось в прокуратуре города Астаны. Из чего следует, что при направлении адвокатского запроса о производстве исследования адвокат Кусаинова нарушает требования части 4 статьи 272 прим. 1 Уголовно-процессуального кодекса, не уведомила орган, ведущий уголовный процесс, прокурора о проведении исследования, вследствие чего также не проверено наличие оснований к отводу эксперта, а потерпевшая сторона была лишена права постановки дополнительных вопросов. В заключении специалистов имеются их подписи о предупреждении об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 420 Уголовного кодекса. При этом орган, ведущий уголовный процесс, не уведомлен о проведении исследования, поэтому данное предупреждение об уголовной ответственности является формальным. Также при даче заключения вышеуказанные специалисты, выходя за рамки своей компетенции, не обладая должными познаниями в области нейрохирургии, гистологии, химико-токсикологической экспертизы, ответили на вопросы, выходящие за пределы их компетенций, и фактически провели рецензирование ранее проведенных по делу судебно-медицинских экспертиз. Тогда как правилами организации проведения рецензирования заключения судебных экспертов утратил силу 27 мая 2022 года, и в сфере судебной экспертной деятельности не предусмотрена процедура рецензирования. Согласно пункта 16 нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан 26 ноября 2004 года за номером 16 о судебной экспертизе по уголовным делам, заключение специалиста, как и заключение эксперта, не имеет каких-либо преимуществ перед другими доказательствами и заранее установленной силы, подлежит анализу, сопоставлению и оценке в совокупности с другими доказательствами по делу. При анализе и оценке заключений специалистов в совокупности с другими доказательствами по делу установлено, что на исследование специалистам были предоставлены сканированные материалы из дела, а именно заключение эксперта номер 17088/1699 от 30 ноября 2023 года, заключение судебно-гистологического исследования за номером 1779 от 24 ноября 2023 года, заключение эксперта номер 2 от 3 января 2024 года. Из выводов заключения специалистов следует, что они
пришли к выводам, противоположным выводам ранее проведенных экспертных исследований в рамках настоящего уголовного дела, полагая, что причиной смерти Нукеновой явился разрыв субдуральной гематомы в стадии организации, который привел к развитию обширного субарахноидального кровоизлияния и сдавления им головного мозга. При этом в ответе 4 на адвокатский запрос специалистами указано, что согласно данным, изложенным в копиях заключений экспертов, у Нукеновой имелась патология оболочек головного мозга в форме субдуральной гематомы в стадии организации, тогда как в заключениях, проведенных по делу, в том числе с исследованием трупа потерпевших судебно-медицинских экспертиз, таковых данных не имеется. Отмечено, что каких-либо патологических изменений в сосудах головного мозга Нукеновой не обнаружено. Вывод специалистов о том, что к смерти Нукеновой привело ухудшение состояния ее здоровья, обусловленное наличием сопутствующей патологии субдуральной гематомы в стадии организации, разрыв, который и привел через свои осложнения к наступлению смерти, носит предполагаемый характер. Их выводы противоречат объективно установленным при исследовании трупа выводам экспертиз, в соответствии с которыми субдуральная гематома давностью 3-4 недель носит лишь микроскопический характер и в связи с ее незначительностью не могла иметь значения для течения причиненной Нукеновой черепно-мозговой травмы. Соответственно, данная гематома не была включена в судебно-медицинский диагноз, установленный в результате экспертизы трупа. Экспертами при проведении непосредственной экспертизы трупа Нукеновой не установлена причинная связь между микроскопически обнаруженной при гистологическом исследовании гематомы давностью 3-4 недель и наступлением смерти потерпевшей. В выводах экспертиз отмечено, что закрытая черепно-мозговая травма в комплексе Нукеновой была причинена от неоднократных ударных воздействий в область головы и лица потерпевшей, а не от разрыва старой субдуральной гематомы. Из изложенного следует, что фактически специалисты Кильдюшов, Туманов в соответствии с частью 3 статьи 287 Уголовно-процессуального кодекса провели повторную экспертизу с приведением мотивов несогласия с результатами предыдущих экспертиз, придя к выводу, что предыдущее заключение экспертов недостаточно обосновано. При этом в списке использованной литературы при производстве исследований специалистами указаны правила организации производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы, утвержденные приказом министра юстиции Республики Казахстан от 27 апреля 2017 года номер 484. Однако указанные специалисты при исследовании не применяли вышеуказанные правила, поскольку согласно пункта 400 правил установление причины смерти только по медицинским документам без проведения экспертизы трупа не допускается, тогда как специалисты на основании исследования сканированного заключения судебно-медицинских экспертиз без исследования трупа Нукеновой фактически самостоятельно установили причину ее смерти, что является недопустимым. Кроме того, исследование специалистами проведено неполно, поскольку ими не применены разнообразные дополняющие друг друга методы исследования, а их заключение не основано на научных положениях, изготовлено с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан, приведенные выше. На основании пункта 14 вышеуказанного нормативного постановления Верховного суда суд считает, что при проведении исследования нарушен процессуальный порядок подготовки, направления объектов на исследование, нарушены права потерпевшей стороны при назначении и производстве исследования, а также допущено существенные нарушения, которые отразились на полноте, всесторонности исследования, объективности и обоснованности заключения. В силу части 1 статьи 112 Уголовно-процессуального кодекса фактические данные должны быть признаны недопустимыми в качестве доказательств, если они получены с нарушениями требований настоящего кодекса, которые путем лишения или стеснения гарантированных законом прав участников процесса или нарушением иных правил уголовного процесса при досудебном расследовании или судебном разбирательстве дела повлияли или могли повлиять на достоверность полученных фактических данных, в том числе существенным нарушением порядка производства процессуального действия. При таких обстоятельствах ходатайство государственного обвинителя подлежит удовлетворению. Заключение специалистов без номера от 7 марта 2024 года следует признать недопустимым в качестве доказательств, исключить из числа доказательств по делу. На основании изложенного руководствуясь статьями 341-344 Уголовно-процессуального кодекса суд постановил удовлетворение ходатайства защитника Рамазановой о приобщении заключения специалиста и приложенных к нему документов к материалам уголовного дела отказать. Ходатайство государственного обвинителя удовлетворить. Признать заключение специалиста без номера от 7 марта 2024 года недопустимым в качестве доказательств, исключить его из числа доказательств. Постановление, вынесенные в главном судебном разбирательстве по вопросам исследования доказательств, обжалованию, пересмотру по ходатайству прокурора о протестованию не подлежат. Несогласие с постановлениями, вынесенными в ходе главного судебного разбирательства, может быть включено в апелляционную жалобу ходатайства прокурора протест. Прошу садиться участников процесса.
Так, суть ходатайства всем понятна? Сторона обвинения все понятно? Потерпевшие его представители все понятно? Стороне защиты все понятно? Так, подсудимый, вам все понятно? Да, все понятно. Подсудимый, вам все понятно? Хорошо, тогда продолжим рассмотрение уголовного дела по обвинению Байжанова и Бишимбаева. Секретарь, прошу доложить, все ли на месте участники процесса? Да, все участники на месте. Сегодня отсутствует представитель потерпевшего Умарова. Остальные все участвуют. Все в зале, да? Так, потерпевшие, не возражайте против продолжения рассмотрения дела в отсутствии вашего представителя? Не возражаю. У остальных участников процесса имеются возражения? Нет. Нет возражения? Нет. Так, прошу сообщить коллегию присяжных заседателей, имеются ли у них заявления ходатайства об оказании на них давления за время перерыва в судебном разбирательстве. Не имеется заявления ходатайств? Таким образом, от коллегии присяжных заседателей заявление ходатайств об оказании давления за время перерыва в судебном разбирательстве не поступило. Так, имеются ли перед началом судебного следствия заявления ходатайства участников процесса? Сторона обвинения. Так, потерпевшие его представители, есть заявление ходатайства? Нет. Не имеется, да? Так, сторона защиты, имеются заявления ходатайства? Да, ходатайство имеется. Хорошо. Так, выключите звук, пожалуйста.